Государственное управление лесного хозяйства Абхазии отвечает за сохранение, защиту и воспроизводство лесов республики. О текущей деятельности ведомства, состоянии лесного фонда, планах по его использованию и охране, а также об экономических аспектах лесного хозяйства мы поговорим с начальником управления Анзором Ашхатсава. Здравствуйте, Анзор Николаевич, слышите ли вы нас? Да, я вас прекрасно слышу. Здравствуйте. Замечательно, здравствуйте. Давайте такой с общей информацией. Каков общий объем лесного фонда Абхазии на сегодня? Какие породы деревьев основными являются и наиболее ценные с хозяйственной точки зрения? Добрый день, уважаемые слушатели. Хочу коротко коснуться деятельности Госуправления лесного хозяйства. Значит, площадь лесов Абхазии составляет порядка 527 тысяч гектар. Запасы древесины на этой площади составляют более 100 миллионов кубометров. Из них наиболее значимые Буг-Восточный, это порядка 53 миллионов кубометров, пихта кавказская 33 миллиона кубометров. Также каштан был 33,4 миллиона кубометров, дуб 1,8, граб порядка 2 миллионов кубометров и другие разные породы. Вот эти данные, которые я перечислил, это были получены по материалам лесоустройства 1984 года. Ну, учитывая, что ежегодный прирост составляет в среднем 1 и более кубометр на гектар, на сегодняшний день, конечно, запас древесины намного больше. Ну, к сожалению, за это время почти полностью был уничтожен насаждение каштана и самшита в результате болезней. Для получения достоверных результатов необходимо провести лесоустройство с привлечением аэрофотосъемок и значительными финансовыми затратами. В структуру Госуправления лесного хозяйства входят 7 лесхозов, 2 заповедника и АПНИОС, на которых возложено ведение лесного хозяйства в районах. Кабинет министров Республики Абхазия ежегодно принимает постановление о лесечном фонде и лесовосстановительных работах в лесах Республики Абхазия. Так. На 26-й год. Скажите, а в чем вы видите причину того, простите, я вас перебила, потом с этого места, с 26-го года, в чем причина того, что вроде бы раньше же было, вы сказали, в 84 году была вот эта статистика, которую вы представили, информацию, а в чем причина того, что несмотря на то, что и каштан погиб, и самшит погиб, запасов древесины, вы сказали, все равно больше, вот такая тенденция. Вот в чем причина этого? Это не учитывая, если не учитывать насаждение каштана и самшита, а вот остальные породы значительно прибавили в объемах. Потому что ежегодный прирост всех пород по республике это порядка 1 кубометр и более на гектар. Учитывая площадь лесов 527 тысяч гектар, где-то можно ожидать значительный объем лесов. Это человеческий фактор так повлиял или природный? Нет, это заболевание, которое к нам перешло, и в Европе каштан полностью исчез, в Турции исчез. Но в данном случае в этих районах, и в Турции, и в Европе, каштан полностью был вырублен, чтобы не переходила эта болезнь на остальные деревья. У нас было решено не трогать эти насаждения, и мы наблюдаем ежегодно усыхание деревьев полностью. У нас есть на это снимки, которые мы фиксируем. Далее я хотел коснуться немножко, что представляет собой Госуправление лесного хозяйства. В структуру входит у нас 7 лесхозов, РУПов, 2 заповедника и АПТИОС, на которых и возложено ведение лесного хозяйства в районах. Кабинет министров Республики Абхазия ежегодно принимает постановление о лесечном фонде и лесовосстановительных работах в лесах Республики Абхазия. Так, на 26-й год утвержден уже план по лесовосстановительным работам в общем объеме 24 708 кубометров.
Мгм. Ну, порядка ликвид там будет 21 700 кубометров. Ну, этот, в принципе, план уже доведен до соответствующих лесходов. Мгм. Ну, видно, что данный объем заготовок значительно меньше ежегодного прироста. И Мгм. даже вот если учитывать и каштан, и это самое, то поэтому просто некорректно ставить вопрос об уменьшении лесных ресурсов. Мгм. Мгм. Ну, я Скажите, а бы почему вот, ну, от чего, во-первых, зависит то, как формируется, утверждается, да, ежегодно вот это количество леса, которое можно вот вырубать? Как вы формируете вот этот показатель, допустимый объем рубки? Ну, объем рыбки формируется, значит, более, значит, 20 лет назад было, значит, принято постановление об определении расчетной лесосеки. Принимали участие в нем ученые, Мгм. сотрудники и наши сотрудники. Ну, порядка было принято объем лесосечной лесосеки, предполагаемой трубки, вот порядка 50 кубометров, 50 тысяч кубометров. Ну, исходя из того, что значит, недоступны некоторые районы, Мгм. мы подаем заявку на значительно меньшее количество. Это порядка 24 тысяч кубометров. Мгм. Это Ну, ежегодно. данное, да, ну, порядка, да, это колеблется чуть больше, чуть меньше. Мгм. А в этом Вот. К году тоже сожалению, вот 24? в этом году 24, в прошлом году было больше, порядка 25 с лишним. Сейчас 24 700. Из них ликвид, который всего 21 746. Мгм. Ну, кроме того, хотел бы я отметить, что ежегодно мы сталкиваемся с такими проблемами, как самовольная рубка леса. В Мгм. основном это вырубают ели к новогоднему празднику и также, значит, заготавливает дрова населению. Ну, конечно, предпринимается, вот, с этим явлением проводятся совместные рейды. Кстати, совместно с АБЭПом Республики Мгм. Абхазия и сотрудниками комитета по экологии. Мгм. Но, к сожалению, еще в данном вопросе есть над чем работать. Ну, на самом деле, да, вот ежегодно очень так подходят заранее к этому вопросу, оповещают СМИ о том, что будут рейды, будут запрет там на вырубку и так далее. Но на самом деле, вот когда в преддверии там Нового года ты как бы ездишь по городу, видишь в разных точках продают эти ели. И, по-моему, в этом году вообще даже из России, ну, как бы я сейчас не берусь утверждать, но тем не менее, не российские елки, вот те, которые можно там продавать, потому что они для этого и предназначены, а именно у нас вырубали. Вот как с этим бороться? Ну, Да. в этом году было завезено много ели из Мгм. России, но, к сожалению, и пихта тоже попадала на рынок. Ну, люди выносят на трассу прямо вот Сухум и Гагра вдоль трассы стоят и продают. Ну, Мгм. трудно с этим бороться, потому что нет достаточного количества людей, и они выносят там по одной, по две елки. Ну, Мгм. есть здесь над чем работать, чтобы искоренить это. Мгм. А вообще сильно большой ущерб, урон они наносят? Вот, вот то количество, которое, ну, в среднем там плюс-минус страдает, да, в итоге вот новых новогодних праздников. Ну, главным образом вырубаются это молодые пихты. Мгм. Это пихты лет им, значит, 10, 15. Это подрастающие, значит, пихты, которые должны сменить в будущем спелые перестойные деревья. Мгм. И проводили, значит, анализы, но это, если это дерево в среднем потом через 80 лет дойдет до взрослого состояния, это порядка каждое дерево объемом 8-10 кубометров. И Мгм. поэтому значительный ущерб причиняется этим, при этих рубках. Мгм. Мы говорили о лесосеках, да, лесосечном фонде. Вот
Как вы считаете, какова доля, скажем так, доходов от лесного хозяйства в бюджете республики? Большой ли Ну, они, трудно скажем так, сказать, да. да, приносят доход и так далее? Ну, послевоенные годы бюджет Республики Абхазия в основном складывался из деятельности управления лесного хозяйства и вторчермета. Мгм. В настоящее время параллельно развивается и туризм, и все остальные отрасли. Я сейчас мне трудно сказать, какая доля именно лесного хозяйства. Но, значит, в этом году, значит, было заготовлено лесхозами, э, значит, сейчас минуточку, я Мгм. данные посмотрю, порядка 4, значит, 4915 кубометров. Это Так. почему такое отставание? У нас 2 лесхоза в этом году не работали по объективным причинам. Это Гулипский и Вятский лесхозы. А, Но валовая продукция в этом прошедшем году, 25-м, составила порядка 55 миллионов 900 тысяч рублей. И так я вот сейчас назову еще цифры. Значит, реализовано было 3665 кубометров круглого леса, мгм. биоматериала было реализовано 170 кубометров. Это вот за пределы республики. Мгм. И на внутренний рынок было поставлено 510 кубометров круглого леса для производства пиломатериала. Так. Кроме того, значит, было заплачено налогов в бюджет 5 миллионов 521 тысяча и внебюджет 1 481 тысяча. Мгм. Есть... Значит, начисления, если говорить о начислении зарплаты вот в республике, да, людям, которые заняты в лесном хозяйстве, это Мгм. 11 миллионов 737 тысяч. Это люди получают зарплату. Значит, ну, на 26-й год, в принципе, кроме того, значит, в 25 году было посажено саженцев на площадях 3,2 гектара. Мгм. И также произведен уход на площади 2,5 гектара, заложен питомник. У нас есть питомник, это порядка 0,06 гектар. И выращивается посадочный материал, выращено 3000 штук. А, Значит, у нас питомник находится в Обневосе, и оттуда, значит, он поставляет саженцы, которые необходимы. Ну, кроме того, значит, при посадке леса, значит, мы посадку леса производим в нижней зоне, мгм. на открытых площадях, и при этом мы используем, значит, кроме того, берем саженцы из-под полога леса, пересаживаем их на открытые площади. А Понятно. вот что касается посадок леса верхней зоны, в принципе, это нет необходимости, потому что у нас прекрасная возобновляемость в Мгм. лесах. А Единственное, нам что мешает, это вот самовольная рубка, которая вырубает вот этот подрост. Это мгм. отрицательно, конечно, сказывается. А какие породы деревьев вот вы высаживаете? Значит, ну, мы высаживаем метасеквою, М. значит, высаживаем каштан, высаживаем клен. И разные породы в Обневосе есть для озеленения, тоже могут приобрести, Мгм. значит, население, если есть такая необходимость. Мгм. Вы упомянули о том, что 2 лесничества не работали, 2 лесхоза, лесхоза, простите, да, не да. работали. А в чем причина? И будут ли Ну, там они были работать в этом году? объективные там были причины. Я думаю, в этом году они будут работать. Я просто не хочу на этом останавливаться. Мгм. Значит, да, ну, я полагаю, что в этом году они будут работать, поэтому Мгм. совсем другие будут у нас показатели. Вот вы говорили о том, что экспортируется. Скажите, а производят ли здесь что-то на основе древесины? Есть у нас такие предприятия, может быть, частные, когда там ну, производят продукты с добавленной стоимостью, а не просто там ну, связано с переработкой древесины?
Ну, у нас, к сожалению, послевоенные годы, за все этот период у нас практически не было обновления оборудования. Мгм. Мы пользовались тем оборудованием, которое было. Оно, конечно, состарилось, амортизационное отчисления уже там, их, в принципе, уже их не восстановить многих. М. Вот, поэтому, значит, нам необходимы, значит, новые оборудования, в том числе и для деревообработки. А М. вот я вот что назвал цифры по пиломатериалам, это мы давальческую распиловку заказываем. У нас есть, А. значит, предприятие, где есть оборудование, заказываем у них распиловку, и потом мы реализуем продукцию. Мгм. Вот как раз касаясь этого вопроса, я хотел бы остановиться вот на проблемах, которые мы себе назначили на 26 год. Мгм. Значит, это основное внимание, это более глубокой переработки древесины. И Так. в связи с этим, значит, уже подготовлен бизнес-план для закупа деревообрабатывающих, значит, оборудования, определены поставщики, откуда. Значит, единственное, мы сейчас ожидаем финансирования. Данный вопрос, кстати, значительно э, понимание находит в руководстве республики. Мгм. Это И, в коммерческий принципе, проект? это будет проект государственный, Мгм. государственных предприятиях. Мы Отлично. планируем, значит, установить эти оборудования и начать более глубокую переработку древесины, чтобы поставлять пиломатериалы и другую переработанную продукцию. Мгм. Э, Так у нас в лесной отрасли вот на сегодняшний день, да, вот два лесхоза у нас не работали, у нас порядка 194 человека, которые, значит, трудятся. Мгм. Ну, это явно недостаточно. У нас большой дефицит в кадрах. Так. Не хватает специалистов разных специальностей. М. Вот с этим мы сейчас сталкиваемся тоже, Ну, потому вы что, вы каким-то образом занимаетесь вот решением кадровой проблемы? да, мы вот, ну, да, мы из этого занимаемся, и объявления мы даем, но решается это с трудом, так Мгм. сказать. Занимаемся этим вопросом, но вот дефицит кадров у нас существует. Кстати, у нас дефицит кадров и разных специальностей, и дефицит кадров, значит, с высшим образованием. Это бухгалтера, это Мгм. лесной охраны сотрудники. Э, М. Вот эта трудность у нас, которая есть. М. Анзор Николаевич, какая работа ведется по защите заповедников? Вот есть ли планы по расширению их территории? Значит, по защите заповедника в 2025 году большая работа была проведена по Пицунскому заповеднику. Там, наконец-то, значит, поставили забор, Мгм. огородили. Вот, ну, вот, сейчас, значит, мы все карты, которые у нас имеются, передали, значит, для того, чтобы нанести все это Мгм. границы, утвердить их. Вот. Ну, вот, есть какие-то спорные еще моменты, которые надо будет довести до конца. Мгм. А территории каким-то образом расширять не планируется пока? Ну, в принципе, у нас расширены и так заповедники. Да, У нас верхняя было, зона да, уже почти недавно. полностью заповедники. Мгм. Рыцарский национальный парк, Пицунцево-Мессерский заповедник, Схугу-Местинский заповедник. В принципе, у нас достаточно территорий, которые уже, значит, в заповедном находятся в режиме. Мгм. Такой вопрос. Какие-то конкретные технические или организационные меры сейчас применяются для защиты леса? Ну, вот эти фотоловушки, патрулирование, маркировка древесины. Это я так изучала тему. А, ну, к сожалению, вот что-то фотоловушки тому ставить в лесу, Смысла нет. это до первого времени, потому что вот плакаты, которые мы вывешиваем в лесу, они тоже, мы смотрим, потом расстреливаются. И фотоловушки нет смысла их так вот Мгм. ставить. Это пока мы не делаем. Но в будущем, наверное, надо будет и к этому моменту, значит, вернуться, к этому вопросу.
Мгм. А вот есть еще такой фактор, как лесные пожары. Каким-то образом организовывается ли борьба с лесными пожарами? Там достаточно ли техники, например, на такой случай, спецодежды, обученных кадров, кстати, была такая, ну, уже понятно, что трудно с этим вопросом. И вообще, насколько эффективно взаимодействие с МЧС и другими ведомствами вот при таких ситуациях? Ну, раньше, довоенные годы, специально существовали в каждом лесхозе противопожарные службы, которые были укомплектованы значит, специальной внедорожной техникой, так скажем, М. для доступа в горных условиях. На сегодняшний день таких служб при лесхозах нет. Основное, значит, у нас несут вот эту противопожарную борьбу, это уже МЧС. Ну, Мгм. конечно, совместно с нашими сотрудниками лесной охраны, которые знают подходы и где и что. Но надо дать должное МЧСу, который в этом вопросе, значит, принимает активное участие, и он, в принципе, тушит пожары. Но другой вопрос, который необходимо, к которому вернуться, это от чего возникают пожары. Главный вопрос. Человеческий Значит, фактор. У меня один вопрос человеческий остался. фактор начинается, вот А, сейчас тоже ага. погода, когда чуть-чуть весной начнутся эти пожары. Но и проблема-то в том, что они, когда поджигают эту траву, потом пожар устремляется в лесной фонд на недоступные склоны, и зачастую, в принципе, невозможно с ним бороться. О вредителях и болезнях леса. Есть ли сейчас в данный момент какие-то очаги очень ну, да, серьезные, да, где страдают деревья, поражены они там, например, там, какими-то патогенами, да, короедом тем же? Какая-то идет борьба вот за здоровье, скажем так, леса, растений в лесу? Ну, в лесах, конечно, с этим бороться невозможно. Вот здесь вот в Пицунском заповеднике боролись с амшитом, когда вот напала на нее Мгм. эта огневка. Вот. Ну, несколько раз проводились, значит, воздействиями Мгм. химикатов, опрыскивали, но, к сожалению, положительному результату это не дало. Тем более в горных лесах недоступных вариантов такой, чтобы Мгм. справиться с этим, практически минимальный. Вот. М. А так, значит, пока природа, слава богу, с этим борется. Вот таких очагов особых распространения данных вопросов нет. Мгм. Ну, вообще, если говорить о планах, да, по тому же лесовосстановлению в 2026 году, вот в этом, Да. что еще? Наверняка это какая-то текущая работа постоянно, но тем не менее, что вот вы запланировали на 26 год в этом отношении? Ну, на 26-й год, в принципе, принято постановление, Мгм. значит, ну, здесь, кроме того, чтобы какой объем принято вырубки леса, также принято постановление по лесовосстановительным мероприятиям. Просто вот зачитаю некоторые параметры. Значит, по Да. содействию естественному возобновлению это надо Э, необходимо 5 гектаров. Значит, и по посадке леса на 26 год 2 гектара необходимо посадить. Это тоже все будет Такие. посажено в нижней зоне, это где-то вот возле городов, вот это видно здесь будет в гослесфонде, только в нижней зоне. И уход у нас запланирован на 26 год 23 гектара. Это Мгм. те показатели, которые мы должны произвести по лесовосстановлению в 26 году. Мгм. Ну и такой вопрос, вот у нас не так много времени осталось. Как выстраивается работа с населением, которые живут поблизости, да, к лесу? То есть есть ли у них какой-то там какие-то программы или вот возможно им разрешается там законно там и участвовать, да, и как и в охране, так и в использовании леса? Там каких-то Ну, самовольная рубка леса запрещена да. любым, хоть или живут они, допустим, в границе лесного фонда. Самовольная рубка запрещена всем. А так население пользуется всеми значит, продуктами лесного хозяйства. У нас разрешено и сборы ягод, и все возможные другие. А вот экотуризм, каким-то образом вы Это общаетесь не там? регламент, в принципе, это не регламентируется, да, это разрешено населению. Мгм.
Ясно. Ну и если говорить о том, о каких-то, возможно, техника нужна, да, какие-то ресурсы. Вот об этом, если буквально коротко. Ну, по ресурсам, значит, я вот уже сказал, что бизнес-проект, вот у меня бизнес-план лежит Мгм. уже здесь. Мы планируем, значит, приобрести лесопиление, оборудование по лесопилению. Дальше мы планируем, значит, производить сушку. Мгм. И, значит, ну, это мы таким образом хотим сделать, чтобы это было в двух местах. Это где-то в Гудаутском районе, где-то в той зоне западной и восточной. Второй такой же вот хотим Мгм. мы организовать цех. И там Отлично. планируем, ну, все оборудование, которое необходимо к этому, здесь уже у меня лежит Мгм. бизнес-план, они перечислены, Спасибо. планируем закупить. Я уже говорил, что Спасибо. мы уже нашли Да, поставщиков. отлично. Мы обязательно продолжим разговор, если, к сожалению, наше время уже вышло. Я напомню, что о текущей деятельности Государственного управления лесного хозяйства Абхазии мы говорили с начальником управления Анзором Ашхатсава. Благодарю.